В лицее Центра одаренных детей «Олимп» прошел первый республиканский хакатон по программированию и пилотированию. Все участники, кто уделил время этим 3 дням, это был титанический труд на самом деле. Для многих это были новые знания абсолютно, но благодаря командной работе все справились. Помимо вот такого вот программирования дронов, у нас, значит, была еще небольшая дисциплина в качестве факультатива. Это пилотирование дронов уже с помощью рук. Мероприятие прошло во многом благодаря руководителю нейротехнологической компании Солсу Мизиеву, который поделился своим мнением насчет молодежи. Я не могу оценивать базовые знания, я могу оценивать их способности, потому что когда они пришли, они не знали, как программировать дроны, они не умели, они не знали, как программировать на языке Python. Но за всего 2 суток они поняли, что такое Python, с чем его едят и как программировать дроны. Способности, их знания мне неизвестны, но их способности, я не вижу им лимита. В течение 3 дней у ребят была уникальная возможность проявить свои навыки и проверить знания в области технологий. Сегодня положено начало технологическому взлету нашей республики, и это первое мероприятие. Оно показало, что у нас есть потенциал, есть с чем работать. Участники выполняли задачи научно-технического профиля и учились работать в команде. Вы написали код, да? Я написал код. Ну, поначалу было не особо. Опять же, с 3-го задания было труднее. Чтобы выполнить поставленную задачу, нам надо было еще найти больше информации в интернете. В 3-м задании нам надо было сделать так, чтобы после запуска дрон можно было управлять через клавиатуру компьютера. И вы с этим справились? Мы с этим справились. Там были попытки. Если с первой попытки все сработает, то вам дают максимальное количество баллов. Если со второй, там меньше. Но мы смогли набрать по всем заданиям максимум 100 баллов, поэтому мы выиграли. Билал, трудно было тебе участвовать в этом мероприятии? Нет. Нет? А чем ты занимался в команде? Я занимался поиском программы. Ну, там, например, гуглил, чтобы там найти правильную программу, но у меня это не получалось, потому что там все нерабочие было. Организатор Солс Мизиев смог договориться и привлечь к мероприятию сотрудников компании по производству коптеров BR Lab. Компания BR Lab, ребята стали настоящими друзьями республики и моими личными друзьями. Приехали, вырвались на неделю из своего рабочего графика, привезли с собой дорогое оборудование, дроны, полностью провели со мной весь хакатон и полюбились детям. Дети все время звали вот Сергея, Александра, это было очень интересно. И в принципе замечательные ребята. Я надеюсь, это не последний хакатон, который мы вместе с ними проведем. Это было начало положено, а дальше больше. Мы приехали сюда, в республику, для того, чтобы провести хакатон по квадрокоптерам. Это впервые в республике. Мы привезли свое оборудование и занимались с детьми 3 дня. Делали, в общем, не такие сложные вещи. Например, дети научились программировать на языке Python, изучили принципы строения дронов, принципы управления, сделали 4 программы, очень сложные, с которыми, в общем-то, может даже не справиться взрослый человек. Мы на самом деле не ожидали, что здесь такой уровень технической подготовки молодежи, и рады были сделать это мероприятие. Также при поддержке фонда Софмар и Академии цифрового развития труды детей были вознаграждены дорогими подарками. Помимо BR Lab у нас также была помощь от Академии цифрового развития. Ребята, конечно, купили подарки детям-победителям и тем самым
мы смогли показать, что интеллект и старания, они поощряются. И как раз-таки благодаря таким проектам, как Академия цифрового развития, у таких талантливых детей будет место, где они смогут реализовать себя. Самые юные участники хакатона тоже внесли свою лепту в это мероприятие, а также обратились к своим близким и родным. Хочешь кому-то передать привет? Да. Давай, передай. Своей маме, папе. Пап, привет. Мама, привет. Амина, Исмал. Передаю привет своему учителю по программированию Хаухаеву Муазу и своей маме Багиевой Танзиле Магомедовне. Мероприятие принесло массу позитивных эмоций, много талантливых ребят показали себя. И это не конец, это только начало.